Вы смотрите информационную программу «Вести Тимана». И сегодня мы подводим итоги уходящей недели. В студии Елена Двожик. Здравствуйте. И вот только некоторые темы выпуска. Депутатский прием. В любом случае очень важна это личное общение с избирателями. Игорь Терентьев ответил на вопросы жителей района. А ну-ка, парни. Ребята, будущие призывники, которые должны быть готовы к службе в вооруженных силах. В Сосногорске выявили самых сильных и ловких десятиклассников. Готов к труду и обороне. Чтобы поддерживать свое здоровье, нужны, чтобы в трудную минуту, когда стране понадобится, надо помочь. В Сосногорском районе активно продолжается сдача норм ГТО. Вниманию автомобилистов! В железнодорожной части Сосногорска на время строительных работ будет перекрыта часть автомобильной дороги в районе налоговой инспекции. Как сообщает отдел ГИБДД Сосногорска, в период с 26 февраля по 15 марта на участке автодороги по улице Гоголя от строящегося дома до пересечения с улицы Горького будет перекрыто движение автотранспорта в связи с проведением дорожных работ по прокладке теплотрассы. Депутат Государственного совета Республики Коми Игорь Терентьев ответил на вопросы жителей Сосногорского района. Личный прием народный избранник провел в общественной приемной Сосногорского отделения партии «Единая Россия». Обращались к Игорю Терентьеву как лично, так и в письменной форме и по телефону. Чаще всего поднимались проблемы сельских населенных пунктов. В первую очередь это газификация и содержание жилого фонда. Горожане чаще всего обращали внимание на работу управляющих компаний, а также городское благоустройство, например, освещение пешеходных дорожек. В любом случае очень важна это личное общение с избирателями. Буквально я сразу после встречи еду в администрацию района, буду встречаться с руководством, и некоторые вопросы можно решить буквально не занимаясь никакой бюрократической перепиской, а сразу решить, которую на месте. Всего в адрес Игоря Терентьева поступило 10 обращений от жителей Сосногорска, Устюхты, Пожни и Войвожа. Решение всех озвученных проблем народный избранник взял на личный контроль. А во вторник, 1 марта, депутатский прием состоится в Сосногорском филиале Республиканской общественной приемной главы Республики Коми. На вопросы жителей будет отвечать заместитель председателя Совета муниципального района Сосногорск, депутат от 6-го избирательного округа Александр Себецкий. Ваших звонков и обращений буду ждать 1 марта с 11 до 12 часов по телефону 50189 или по адресу город Сосногорск, улица Ленина, дом 52. Предварительно записаться можно по телефону 50189. В Республике Коми возродят учебно-производственные комбинаты. На уроках УПК учащиеся 10 классов будут осваивать рабочие профессии. Причем выберут их сами старшеклассники совместно с родителями. В нашем городе реализацией проекта займется Сосногорский технологический техникум. Андрей Калиничев продолжит. О том, что такое УПК, родители старшеклассников знают не понаслышке. В свое время они осваивали рабочие профессии еще до получения аттестата о среднем образовании. Производственное обучение практиковалось в школах даже в начале 2000-х. Теперь учебно-производственные комбинаты приходится создавать практически с нуля. Раньше УПК было, ребята учились, получали основы, навыки рабочей профессии. Я думаю, что вот на сегодняшний день, тем более если учитывать, что вот какие реалии сегодня у нас на сегодняшний день, то это очень хорошее дело, тем более для родителей это будет получение детьми профессиональной подготовки бесплатно. Получать рабочие специальности десятиклассники будут в Сосногорском технологическом техникуме, причем на добровольной основе. Сейчас сотрудники образовательного учреждения проводят анкетирование для ребят и родителей. После подведения итогов будут сформированы группы, каждая по 25 человек. Группы будут формироваться по мере потребности. Вот, допустим, мы проведем подготовительную работу, мы уже увидим, сколько человек у нас будет желающих обучаться. Это первое. Второе, значит, мы предлагаем поваров, штукатуров, швей, слесарей, социальный работник, дальше специалист, работая с компьютерной техникой. Ну и еще есть специальности, профессии, которые мы можем предложить. Обучаться в техникуме десятиклассники будут дважды в неделю. После сдачи экзаменов им будут выдаваться свидетельства об овладении профессией. Андрей Калиничев, Павел Щеглов, Вести Тимана, Сосногорск.
Сосногорская первая школа в четверг принимала ежегодный муниципальный фестиваль «Род вож пас» или «Родовой знак». Традиционно в нем принимают участие семьи, знающие коми-язык, культуру коми-народа, а также историю своей семьи. В этот раз среди участников 6 семей. По условиям конкурса на первом этапе все они должны представить визитную карточку и эмблему. В каждой команде был свой знак, символизирующий основные принципы семьи. У кого-то это была радуга. Кто-то мыслил государственными масштабами и использовал цвета флага республики. А кто-то просто оттолкнулся от своей фамилии. Например, эмблемой семьи Паньковых стала ложка. И это не случайно, ведь «пань» в переводе с коми-языка – ложка. Пань Паньков є скотерлом під пас. Второй этап творческий – на знание старинных обрядов и фольклора коми-народа. Здесь участники покорили зрителей и жюри разнообразием жанров, рассказывали притчи, пели и танцевали. Еще один традиционный и самый ожидаемый всеми конкурс – презентация блюд национальной коми-кухни. Участники фестиваля показывали блюда, которые наиболее часто готовятся в их семьях, рассказывали способы их приготовления. А самое главное, все их можно было попробовать и даже сравнить рецепты. 4 из 6 семей в этом году приготовили черенянь – рыбный пирог. Фестиваль получился красочным и музыкальным. Во всех семьях были участники, одетые в коми-национальные костюмы. Жюри по достоинству оценило все выступления, основная часть которых звучала на коми-языке. Конкурс это проводится ежегодный, очень такой он хороший, потому что традиции, семейные традиции, которые передаются из поколения в поколение, чтобы наши дети, наши внуки, чтобы знавали их из наших уст, не только там с телевидения, там с газет, а то в живой разговор и видят, что как раньше было, как пекли хлеб, как песни пели. И вот это вот очень, я думаю, что познавательно для наших детей, для наших внуков. И чувство патриотизма, что мы живем в коми-земле. Мы не потеряли свой язык, свою культуру. Мы стараемся ее все равно пронести через поколения. На фестивале не присуждали никаких мест, ведь каждая семья хороша по-своему. Елена Двожик, Павел Щеглов, Вести Тимана, Сосногорск. А теперь о других событиях короткой строкой. В Сосногорском районе стартовала акция «Знамя Победы». Как и в прошлом году, в период до 9 мая оно должно побывать во всех школах города. В период нахождения копии знамени в учебных заведениях будут проводиться уроки мужества, встречи с ветеранами, торжественные мероприятия, посвященные памятным датам в истории Отечества. Закончится эстафета 9 мая торжественным шествием Знамени Победы в праздничном параде. И разрешите сегодня открыть ставшую уже традиционной эстафету Знамени Победы. В этом году право первыми принять Знамя Победы предоставляется неоднократным победителям и призерам районных военно-патриотических соревнований, учащимся средней образовательной школы номер 2 города Сосногорска. Ряды сосногорских кадет пополнились новобранцами. 38 мальчишек и девчонок приняли присягу. Волновались не только ребята, но и родители и педагоги. Ведь стать кадетом может далеко не каждый. Получить погоны и стать кадетом непросто, но еще труднее гордо нести это звание из года в год. Принимая присягу, ученики 5 класса обещают верно и самоотверженно служить Отечеству, добросовестно учиться, следовать канонам православной веры и уважать другие религии. Быть честным и верным товарищем. Быть честным и верным товарищем. Воспитывать в себе. Воспитывать в себе. Лучшие человеческие качества. Лучшие человеческие качества. Неукоснительно соблюдать. Неукоснительно соблюдать. Законы чести кадета. Законы чести кадета. Всю жизнь нести гордое имя. Всю жизнь нести гордое имя. Кадеты Сосногорской кадетской школы. Кадеты Сосногорской кадетской школы. Знак чего целую знамя. Знак чего целую знамя. В
Сосногорске отметили горожан, добившихся высоких результатов в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Всего в наградном списке 5 человек. Это как участники боевых действий в Афганистане Валентин Луковецкий и Николай Пелькевич, так и люди, постоянно работающие с молодежью. Директор кадетской школы Юнирбек Чурин и педагог этого учебного заведения Александр Мануленко, а также руководитель туристско-краеведческого клуба «Поиск» Лев Тарасов. Патриотическое воспитание прививается через традиционные кадетские мероприятия. Это, конечно же, и наши военно-полевые сборы, и игры наши, и военные смотры, также беседы, классные часы, уроки ОВС, где на каждом мероприятии мы учим ценить, уважать свое прошлое, гордиться своим настоящим, любить свою родину и всегда быть готовым встать на ее защиту, жить во благо Родины. Жители Сосногорска получили еще одну возможность увидеть образцы новейшей российской военной техники. Напомним, экспедиция в составе 14 единиц машин и 40 человек экипажа проходила через наш город 3 недели назад. Задачей военных являлась проверка способности техники работать в тяжелых дорожных условиях севера. В начале февраля участникам экспедиции не удалось осмотреть достопримечательности Сосногорска. На обратном пути военные решили воспользоваться возможностью поближе познакомиться с городом. Здорово, молодцы. Такие достопримечательности, в общем-то, не везде можно увидеть, может быть, даже и нигде. Поэтому в каждом городе свои ценности, ну и у вас они тоже есть. Этим надо гордиться, я думаю. На сцене Дома детского творчества подвели итоги конкурса на лучший видеоролик «Сосногорский Супер М», посвященный Году российского кино, а также Дню защитника Отечества. Мужчинам предлагалось попробовать себя в роли режиссера, оператора и даже актера. По условиям конкурса ролик-победитель определялся путем открытого интернет-голосования. Из 6 конкурсантов в итоге победу одержал Владимир Потапов. В Сосногорске выявили самых сильных и ловких десятиклассников. Соревновались юноши на традиционных соревнованиях, посвященных Дню защитника Отечества. А ну-ка, парни! Всего за пальму первенства боролись представители 8 образовательных учреждений Сосногорска и Нижнего Одесса. Перед началом соревнований представители 2 школ Сосногорского района приняли участие в церемонии передачи копии Знамени Победы. У 2-й городской школы эстафету приняла школа номер 2 поселка Нижний Одесс. Далее команды показали свои навыки строевой подготовки. Многие будущие призывники уже сейчас знают, как идти в ногу и выполнять приказы командира. Шагом! Марш! Реакция вперед! Прямо! Отделение! Оценивали этот этап профессионалы, военнослужащие и сотрудники полиции. В составе комиссии и Дмитрий Гребенкин, недавно демобилизовавшийся из вооруженных сил. Ну, ребята молодцы, видно, некоторые готовились, некоторые не готовились, старались. Также в числе конкурсных этапов разборка и сборка автомата, одевание общевойскового защитного костюма, стрельба и многое другое. Овладение этими навыками еще в школе обязательно поможет юношам быстрее привыкнуть к армейским будням. Они помогут в дальнейшем сложить свою жизнь, сразу провериться, что ты можешь сделать. Нас в школе всему этому обучают, сразу готовят к этому всему. Кроме этого, в число дисциплин соревнований вошли упражнения с гирей, бросок мяча в корзину, подтягивание на перекладине и командная эстафета. Ребята, будущие призывники, которые должны быть готовы к службе в вооруженных силах. Вот в школах проводятся такие мероприятия. Сначала в каждой школе соревнования проводятся, выбираются лучшие, и уже на районные соревнования приходят именно самые сильнейшие. И между учебными заведениями проводят состязания. Лучшие команды были награждены дипломами победителей. Также именно эти юноши будут служить примером для своих сверстников в течение всего следующего года. Андрей Калиничев, Павел Щеглов, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорском районе активно продолжается сдача норм ГТО. В минувшую пятницу все желающие могли попробовать свои силы в лыжном тестировании.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – это полноценная программная и нормативная основа физического воспитания. Она нацелена на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку и выполнение установленных нормативных требований по 3 уровням сложности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому значкам отличия «Готов к труду и обороне». В Сосногорском районе для этого созданы все условия. У нас определены постановлением администрации муниципального района Сосногорска, определены места тестирования, определена судейская бригада, которая принимает вот эти нормы, все испытания. На данный момент это сейчас спортивные учреждения, физкультурно-оздоровительный комплекс, клуб «Единоборств Гладиатор», стадион «Химик», «Метеор» также и стадион «Черемушки». Места для сдачи норм ГТО определены и на Вайвоже. Это спорткомплекс «Олимп» и плавательный бассейн «Дельфин». Зачем нужно сдавать нормы ГТО? Ответ на этот вопрос для каждого молодого человека свой. Кто-то хочет сравнить себя со старшими членами семьи, имеющими советский знак ГТО. Кто-то хочет попробовать достичь конкретного результата и проверить свою силу воли. А кто-то просто привык быть первым в учебе и спорте. Все люди разные, однако у всех, кто добровольно решил пройти испытание комплексом ГТО, есть одна общая черта – целеустремленность. Чтобы поддерживать свое здоровье, нужны, чтобы в трудную минуту, когда стране понадобится, надо помочь. То есть, что делать, что взять с тех, кто просто в компьютерные игры играет целыми днями. А тут это шанс, это возможность просто проявить себя. Напомню, сдать нормы ГТО может любой желающий в возрасте от 6 до 70 лет и даже старше. Елена Двожик, Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска информация о погоде. По прогнозам синоптиков, в воскресенье ночью 3-5 градуса ниже нуля. Днем погода не изменится. В понедельник ночью 8 градусов мороза. Днем потеплеет до -2. Вероятен снег. Такой нам запомнилась уходящая неделя. Напомню, что выпуски наших программ всегда доступны в популярных социальных сетях. С новой информацией мы познакомим вас в ближайших выпусках. А у меня на этом все. Берегите себя и своих близких. До свидания.